Жестокости человека, похоже, нет предела. Ребенку даже не исполнилось и 2 лет, а выглядит он так, будто побывал в плену. Кровоподтеки, по всему телу синяки, раны, следы от ожогов, сломанное ухо и сотрясение мозга. Над малышом издевались регулярно и долго. Кто и за что, рассказал папа мальчика. Самаркин Александр Сергеевич, проживающий в городе Шапоково, улица, не помню, не знаю название улицы. Я работал у этого человека на фазенде, смотрел за скотиной. И я видел, да, как он там, можно сказать, там, вот вчера я видел, как он его кусал за щеки. Брал вот так, подымал за шею, болтал, как плюшевую игрушку. Когда ему начинаешь говорить за детей, он избивает. Жена, когда начинала говорить, он душил ее. По некоторым данным, семья малыша задолжала хозяину рыбной фермы, на которой они работали, свыше 100 тысяч сомов. Мать сожительствовала с работодателем, который систематически издевался над мальчиком. Ребенка отдавали отцу только на выходные. В один из таких уикендов папа получил кроху, неспособную передвигаться. Садист нанес ножевые ранения на детский половой орган. Мальчика поместили в Сокулукскую больницу. В первый же день малыша посетила уполномоченный по правам ребенка Кыргызской республики Жипариса Рызбекова. Сегодня утром пострадавшего ребенка перевели уже сюда, в 3-ю детскую больницу города Бишкек. И дело здесь даже не в том, что там в Сокулуке малышу не могли обеспечить должное лечение. С этим, отмечают столичные врачи, все хорошо. Малыш получал квалифицированную медицинскую помощь. Необходимо было обеспечить ему покой. Дело в том, что постоянно в палату к ребенку, к больному приходили представители различных сторон, доставляя ему беспокойство. Сейчас состояние мальчика улучшается и его психологическое состояние, что самое важное. По сообщению врачей, малыш уже начал улыбаться. Состояние ребенка оценивается как стабильное. По словам медиков, его жизни уже ничего не угрожает. В сознании, четко отвечает на вопросы, сопровождает ребенка отец, родной отец. Они общаются, настроение хорошее, смеются. Такого состояния, что он плакал из-за боли, такого нет. Все, что необходимо лечение, он дальше будет продолжать получать лечение. На данный момент, вот сейчас, в данный момент, все специалисты, узкие специалисты, это невропатологи, окулисты, нейрохирурги, хирурги, травматологи, все осматривают. Ребенок госпитализирован в отдельную палату, так как ребенку выставлен ушиб головного мозга легкой степени. Когда идет черепно-мозговая травма, вообще пациенту нужен покой. В связи с этим ребенок отдельно госпитализирован, все необходимые условия созданы для него, все, что необходимые препараты, лекарства, все у нас есть. И врачи, и правозащитники в один голос заявляют, судя по травмам, нанесенным мальчику, речь уже идет не о жестоком обращении с ребенком, а об истязаниях. Что значит истязание? Когда в отношении ребенка длительное время систематически шло насилие, то есть избиение, побои, или на теле у ребенка, видели, ожоги есть, да, половой орган у ребенка, там есть, видно, что там были кровоподтеки, порезы, ушибы. Это представьте, вот половой ребенок у ребенка, это самое у человека, это самая, скажем, болезненная часть тела, очень уязвимая. Если оно, скажем, было бы очень сильно травмировано, то человек бы лишился бы основного органа, который обеспечит ему жизнедеятельность, он был бы инвалидизирован. Избежать этой трагедии, уверены правозащитники, было бы можно, будь окружающие госорганы внимательнее. Ребенка 19 января уже привозили в медицинское учреждение со сломанным ухом. Врачи оказали тогда первичную помощь и отправили домой, хотя по всем правилам должны были сообщить об инциденте в МВД и органы по защите детей. Все медицинские работники, конечно, когда к ним ребенок поступает с переломом, с какими-то телесными повреждениями, обязательно в порядке, конечно, они должны обращать на ребенка, с точки зрения синдрома жестокого обращения. То есть они должны посмотреть, не является ребенок, скажем, жертвой жестокого обращения. Это на телесный осмотр посмотреть, поведение ребенка посмотреть, а также на его физическое состояние. Допустим, ребенок, он поступил в истощенном состоянии, очень слабым, он ни весом, ни ростом не соответствует 2-годовалому ребенку, и общее развитие тоже у него
все признаки того, что у него задержка развития идет. И это говорит о том, что вот пренебрежение нуждам ребенка, это тоже относится к одной из форм насилия. Есть и упущение социальных работников, по мнению экспертов. Ребенок без документов. По сути, если бы он умер, то государство могло бы об этом даже и не узнать. Второй недочет. Как местных властей, так и милиции родителей мальчика принуждали к труду. На фазенде они работали как рабы. Именно поэтому и боялись сообщать об истязаниях сына. В частности, отец рассказывал, как хозяин фазенды стрелял в него из пневматического ружья за то, что тот пытался рассказать об избиении сына. Сейчас аппарат омбудсмена объявил месячник по предупреждению принудительной эксплуатации. Никто не следил за этой семьей, никто не знал, что есть такой ребенок, нету документов. И эти факты повсеместно встречаются. Поэтому мы говорим, что и органы местного самоуправления, местное сообщество объединится, мы дадим соответствующие рекомендации, запросы сделаем, сколько все-таки на территории данного какого-нибудь Айльного аймака, к примеру, сколько есть детей, в каких они жизненной ситуации находятся. Правозащитники же, в свою очередь, настаивают на усилении работы социальной системы. В частности, речь идет об увеличении штата и повышении заработных плат. Что касается подозреваемого в издевательствах над ребенком, то сейчас он заключен под стражу. Идет следствие. Случай находится на контроле у уполномоченного по правам ребенка. Екатерина Такамбаева, Турар Анарбеков, Пирамида.